Сегодня в Якутске специалистами исторического парка «Россия. Моя история» реализуется ежегодная акция «Якутск глазами подростков», в ходе которой школьникам проводится экскурсия по городу Якутску, в ходе которой они узнают свой город с тех сторон, над которыми они раньше не задумывались. Начнем с алмазов. Да, Якутия полнится алмазами. По сути говоря, обеспечивает всю алмазную промышленность России, однако алмазы нашли не так. И это все привело к тому, что именно здесь у нас, в Якутии, и открылся первый, да и в своем роде единственный институт вечной мерзлоты. Это дом купца Лепчикова и его семьи. Переименование случилось при советской власти. Тогда название обновляли в честь всяких коммунистических и партийных деятелей, и, соответственно, улицу Заложную переименовали, соответственно, в Ярославскую, в Крупскую, а полицейскую в улицу Ярославскую. Для того, чтобы оглядеть, как все это, в принципе, выглядит. А пока идем, у меня к вам такой вопрос. Какая основная... Это верстовой столб. Слово верста слышали? Да. Сейчас у нас метрическая система, мы считаем все в сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах. Тогда, десятилетия и столетия назад, считали по-другому. Считали пядями, локтями, аршинами. И мне очень понравилась экскурсия, потому что мы по всем этим местам проезжали, и я даже не знала, что в них так много историй. Я запомнила очень много, и мне очень понравилась эта экскурсия. Мне понравилась больше всего с экскурсии это старый дом, старый город. Итак, бывали ли вы когда-нибудь вот в этом здании, которое стоит за мной? Ну, давайте начнем с простого вопроса. А сколько углов у этого здания? В 70 километрах отсюда и на другом берегу реки. Но его смыло одним из половодьев, и его решили перенести поближе сюда. В конечном итоге крепость, именно сам острог, а это лишь его одна башня, острог это целый комплекс, целая крепость, стояли и в старом городе. Вот. Меня зовут Федорова Эвелина, я 6-й школы, и мне очень понравилась эта экскурсия. Мы ездили в старый город, и я узнала,
где раньше была река Лена. Мне больше всего запомнилась старый город, а экскурсия мне очень сильно понравилась. Очень интересно,